В Москве открылась выставка победителей конкурсов детских рисунков «Железный конь земли Олонхо», «Дорогами родного края» и «Железный олень Чукотки». Участие в конкурсе приняли более 400 детей из 3 регионов республики – Саха, Чукотки и Иркутской области. Смотрите далее. На открытии в Доме национальности собрались организаторы и участники франко-российского проекта «Трансполярный экспресс». Позвольте от имени Иркутского землячества в городе Москве, Московской области, я как председатель, и от имени Комитета Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации сегодня поприветствовать всех в Московском Доме национальности с открытием этой замечательной выставки. Трансполярный экспресс – это старинный план маршрута, более 100 лет назад придуманный французским инженером и путешественником Луиком де Лабеллом. По его задумке, железная дорога должна была соединить Париж и Нью-Йорк, пролегая по территории России. Этой идеей и вдохновилась французский фотохудожник, галерист Патрисия Шишманова. Все это началось с этой карты. Вот это маршрут, который из Иркутска до Берингова. Я была заинтересована идти до этого маршрута и понимать, как люди живут, как они ждут поезд уже 100 лет. И когда я приехала в Якутске, я говорила на эту тему с подругой Леной Федоровой, и мы решили делать совместный проект конкурс рисования детей на тему «Железную дорогу на крайний север». Участие в конкурсе приняли более 400 детей из 3 регионов республики Саха, Чукотки и Иркутской области. У нас победителями этого конкурса стали дети, представители малочисленных коренных народов Севера. Это эскимосы, чукчи, эвены, юкагиры. Поэтому это очень интересный проект. Мы мечтаем, как мы повезем наших победителей детей во Францию, в Париж, и они увидят Москву, нашу красивую столицу. Открытие украсили выступления артистов в национальных костюмах, а особо почетными гостями стали участники легендарного коллектива Сергея Афанасьевича Зверева «Кыл-Лола». Для ребятишек, которые выставляются сегодня, это событие на всю жизнь. Это очень важное и нужное дело и для нас, старшего поколения, и для этих ребятишек. Розалия Борисова, Екатерина Карпенко, Егор Савинов, НВК Саха.